Киркук – один из крупнейших городов севера Ирака. Когда-то за контроль над этими краями боролись величайшие царства древности – Мидия, Вавилон, Ассирия. Теперь же на Киркук имеют виды исламисты. Вокруг Киркука под землей плещется целое море нефти. Окрестности города – это почти сплошь нефтеперерабатывающие заводы и наливные станции. Именно к ним рвалось запрещенное в России исламское государство, но не дошло буквально несколько километров. Теперь волна джихадистов под постоянными ударами западной коалиции с воздуха и наступлением курдов на земле катится назад, на юг Ирака, тогда как всего несколько месяцев назад они стояли в паре часов неспешной ходьбы от города. В деревне к югу и западу от Киркука только сейчас начали возвращаться люди, бежавшие от наступления исламского государства. Те же, чьи дома остаются под властью джихадистов, поселились в Киркуке под защитой курдского ополчения. Женщина из большой арабской семьи, жившей когда-то в иракском Рамаде, Нахида Ахмед, рассказывает, что исламисты оказались у ее дома этой весной, неожиданно для нее и ее близких, и им пришлось бежать уже из занятого исламским государством города. Они пришли и тут же начали убивать людей. У меня на глазах они вытащили мужчину из машины и отрубили ему голову. Я даже не поняла, за что. Мы всей семьей, все 7 человек, тут же решили бежать. И час они остались в городе после их прихода. Уплыли по реке на лодке, плыли несколько дней, и это все были заняты ими территории. Нас останавливали эти из ИГИЛ. Мы говорили, что плывем на поиски врача. Так и спаслись. Нахида с комфортом устроилась в Киркуке. У нее тут большой теплый дом, регулярная помощь от международных организаций, ящиками с которой заставлена вся кухня, и жизнь без страха быть обезглавленной. Но женщине все же хочется домой, и она говорит, что молит Всевышнего о том, чтобы курдское ополчение, пешмерга, как можно скорее выгнало исламистов из Рамади. Однако сами бойцы и их командиры не спешат с оптимистичными прогнозами. Они уже знают, что из себя представляют силы исламского государства, как хорошо они вооружены и сколь серьезно мотивированы. Курды рассказывают, что на линии фронта иные командиры предлагали противнику вступить в переговоры. Исламисты ни разу не отказались, но их парламентеры взрывали себя, как только оказывались поближе к бойцам пешмерги. Подрывники-самоубийцы действуют время от времени и в самом Киркуке. Основные силы исламского государства до города не дошли, но смертники не раз пытались взорвать армейские казармы, полицейские участки и другие административные здания. Глава полицейского управления Киркука Сархат Кадир говорит, что террористическая опасность сохраняется в городе постоянно, несмотря даже на то, что отряды исламистов стоят в десятках километров от городской черты и на прорыв линий курдской обороны просто не способны. Только за прошлый месяц мы обнаружили и обезвредили 3 крупных сети агентов исламского государства тут, в Киркуке. Больше 25 человек под арестом. Прежде они работали с Аль-Каидой, потом присягнули ИГИЛ. Они специализировались на убийствах чиновников. Опасность еще не миновала, но для нас она не нова. Мы тут воюем с разного рода террористами 15 лет. Другое дело, что вот так взять и за несколько часов найти и арестовать тех, кто годами сидел в подполье, невозможно. Линия фронта с явным противником располагается в минутах в 15-20 езды от Киркука. Но следы боев появляются почти сразу за городской чертой. Изуродованные взрывами кузова автомобилей, отверстия от пуль в стенах, а там, где поработала авиация западной коалиции, так и вовсе груды кирпича и бетона на месте домов. Бомбят только те деревни, откуда ушли жители, объясняют курды. Мирные люди не погибают, а ополчению эти бомбардировки очень нужны. Без поддержки с воздуха столь успешного наступления не было бы, подтверждает командующий силами пешмерга в Киркуке Мохаммед Хаджи Махмуд. Немолодой грузный мужчина в традиционном курдском платке на голове говорит, что у курдов хватит сил выгнать противника со своей земли и даже очистить от него Ирак. Но победить его невозможно. Махмуд, потерявший на этой войне сына, уверен, что исламское государство будет появляться вновь и вновь, какие бы потери ни несли его отряды в Ираке и Сирии. Исламское государство – это навсегда. Может быть, поменяется его название. Мы это уже видели. Суннитские экстремисты прежде называли себя Аль-Каида, Талибан. Теперь они зовут себя ИГИЛ или Фронт Ан-Нусра. Их можно разбить, но они возникнут вновь, потому что арабские государства поддерживают и спонсируют экстремистов. Поэтому исламскому государству не будет конца. В Ираке, кстати, и без исламского государства проблем хватает, так что даже если Мохаммед Хаджи Махмуд ошибается и окончательная победа над радикалами все же возможна, ее достижение вовсе не обязательно приведет к миру в стране. Тут и вполне умеренные сунниты и шииты с трудом уживаются в границах одного государства, да еще и курдский вопрос с де-факто уже широкой автономией севера страны от Багдада, но отложенными до конца этой войны территориальными спорами. Тот же Киркук с его нефтепромыслами и арабы, и курды считают исконно своей территорией, и вопрос определения его статуса может обостриться практически в любой момент. Юрий Мацарский, Коммерсант ФМ, Киркук.